Сегодня я хотел бы сказать, что парламент у нас сложился и будет дальше работать плодотворно. Думаю, рабочий парламент. Потому что разные взгляды, разное видение, все взрослые люди и это имеют жизненный опыт. Каждому кажется, я вижу лучше, другому кажется еще лучше. Но это хорошо. Здоровые амбиции, здоровое видение проблем, дел – это хорошо. Но как раз парламент и всегда должен при любых спорах приходить к единому мнению, потому что законодательное творчество, на которое в основном работа направлена парламента, она необходима, особенно в социальной сфере. У нас настолько маленькая наша республика разделено в социальной прослойке нашего общества, и у нас есть очень бедные люди, очень бедные. И мы сегодня, я имею в виду парламент и правительство, должны это видеть и способствовать, и нормотворчество, регулирующее эту жизнь, улучшающее эту жизнь. В целом и президент Владимир Владимирович Путин, да, вы слушали, вы знаете, не раз он говорит, у нас вообще государство социальное, у нас каждое, если брать те финансовые возможности государства, и они в основном ушли, 90% точно, это социальное обеспечение людей нашей Родины, России, да? Но и также мы должны у себя по возможности обязательно обращать внимание и улучшить жизнь наших жителей. И если брать здравоохранение, образование, все вот эти вот, детство, спорт. А в целом, что хочу сказать, я хочу поздравить вас, потому что сегодня сама кампания предвыборная прошла, она настолько, в моем видении, доброжелательна. И видно было, что люди нам поверили, именно вам поверили. И я хотел бы, чтобы вот то доверие вы восприняли это большей обязанностью на себя. Потому что эта обязанность теперь отвечать им тем же добром, которое они видят и надеются, что парламент обязательно будет на их стороне. Не на стороне чиновников или других категорий лиц, которые считают, что они удачливее, мягко говоря, неправедными делами, занимаясь, достигают определенных благ для себя, а людей забывают. Взаимодействие с парламентом и преддверие бюджета, формирование его, республики нашей, чтобы плодотворная работа была. И нельзя откладывать. Уже вчера правительство этим уже занимается. Обязательно надо обратить внимание и статус муниципалитета поднять. А статус как поднять? Надо вникнуть в проблемы, чем живет город, район. У них очень много проблем. Понимаете, я там тоже представительные органы, горсовета, и надо посмотреть тоже законотворчеством, заслушивать, выезжать, выездное делать заседание. Но это уже председатель определит. Там жизнь наша, там жизнь наших людей. Именно в селе, в станице, в районе, в городе. Они тоже стараются. Вот. Ну, естественно, каждый министр, каждый вице-премьер, представитель правительства должны понимать, отчетность перед парламентом по тем или иным ведомствам, она должна быть прозрачной, понятной, и потом принимать вместе те решения, да, приходить к заключению, чтобы мы могли честно, с поднятыми головой, прямо смотреть людям в глаза, не отводить их от них. Поэтому, если меня спросить, то здоровый, хороший, надеюсь, парламент у нас. Хочу еще раз поздравить вас, высший орган законодательной республики. Вот. Пожелать вам успехов, добра во благо нашей республики и в целом нашей России. Да, я тебя, Бог уж. Я ж могу жду уже. Вы не халят, низник би.
ил негиц ынылдылар, тадаға, да яту бақылбай. Бір қалалчы.